Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я с удовольствием их представляю. Творческий эфир у нас сегодня получится очень красивый и музыкальный. Итак, в нашей студии сегодня Георгий Слепцов Чагылхан, отличник культуры Республики Саха-Якутия, виртуоз, импровизатор, основатель и лидер группы «Дахсун», лауреат международных и всероссийских конкурсов игры на хамусе. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня в нашей студии Мария Иванова, заслуженная запевала Асуахая Республики Саха-Якутия, хамусист, импровизатор Республики Саха-Якутия, учитель высшей категории, победительница шоу-проекта «Хамус Вселенная». Мария, здравствуйте. Добрый вечер. И поздравляю вас с победой. Как раз наш сегодняшний эфир посвящен конкурсу, который прошел совсем недавно, 30 ноября. И в нем приняли участие не только из нашей республики хамусисты, но и из других регионов России и даже из других стран. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами ближайшие 40 минут. Также в нашей студии сегодня Ульяна Захарова-Дыгьяна. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы предприниматель, вы меценат для особенных детей, Да. вы руководитель ансамбля хамусистов РЛ и участница шоу-проекта «Хамус Вселенная». Да, все правильно. И сегодня в нашей студии самый юный участник среди присутствующих – это Лев Захарченко, участник конкурса «Хамус Вселенная», ученик 2 класса Нижнебехтягской средней образовательной школы номер 1, ученик музыкальной школы в Нижнем Бестяхе и участник шоу-проекта «Хамус Вселенная». Лев, здравствуй. Здравствуйте. Всем спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Но, наверное, первый мой вопрос я адресую Георгию. Георгий, вы один из организаторов или главный организатор этого конкурса «Хамус Вселенная». Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как прошел этот конкурс, может быть, немного об истории этого конкурса, потому что событие, по-моему, масштабное и грандиозное, и очень красивое. Да, приняли участие 18 человек. Возраст от 8 до 67 лет, разные национальности, разного статуса люди работают, да, в разных профессиях работают. Самый главный критерий это было в кастинге. Мы подбирали из около 100 человек, 18 человек, чтобы они уже именно хорошо играли, чтобы можно было поставить красивый номер. Репетировали мы почти 2 месяца, 1,5 месяца. Вместе с кастингом это уже 2 месяца, получается, считается, проект был. Во время вот этих вот наших тренировок у нас были мастер-классы по актерскому мастерству, уроки психологии, также мастер-классы от Альбины Михайловны Дегтяревой, это, получается, руководитель группы Айрхан, также экс-солистка группы Айрхан Алиса Савинова тоже давала мастер-класс, также Монгол, получается, самый известный хамусист из Монголии, Наранбыр Баямба. Получается, он приходил тоже, давал мастер-класс, и каждый день у нас с 8 утра до 6 вечера были репетиции, особенно последние дни, и некоторые участники сами записывали видео, видеоклип, также записывали свои авторскую музыку в студиях, да, они там днями, ночами, получается, записывались, чтобы принять участие в нашем шоу-проекте. Также к нам прилетела гостья из Ростовской области, города Таганрог, Надежда Кузнецова. Она, получается, сыграла на хамусе русскую народную песню, но в современной обработке также она спела, это «Вополе береза», и также его спела на якутском языке. Участники, на самом деле, все очень хорошо подготовились. Я хочу сказать, что все участники, они и есть победители. Те, кто прошли кастинг из 100 человек, это 18, мне кажется, тут все победители, тут нет проигравших. Вот. Концерт сам прошел, гала-концерт ДК Кулаковского, День хамуса, Международный день хамуса. Мы именно взяли самую важную дату хамуса, День хамуса, получается. И получается, мы очень старались, и на самом деле все произошло как лучше в наших ожиданиях. Я отметила, когда читала про конкурс, что принимали участие не профессионалы, а любители хамуса.
Да, ну, были и любители, были и уже люди, которые уже сами преподаватели, получается. Но у всех Если уровень, неудобно, на можно самом деле, снять. даже те, которые 1 год занимаются, у них уже уровень был настолько высокий, что они могли соревноваться уже с профессионалами. Вот. Если человек, который любитель, ему, наверное, было бы достаточно трудно и волнительно выходить вот на такие соревнования с теми, кто уже в этой теме достаточно хорошо. Да, но мне кажется, это выход из зоны комфорта, а когда мы выходим из зоны комфорта, Ах, вот всегда у так? нас прыжок на 10 лестниц вперед уже, прям, и М. люди прям растут не только в творчестве, но и эмоционально растут, и потом им уже становится ничего не страшно. Я почему спросила, каким образом происходило голосование, и как тогда выбирать лучшего, если, допустим, как будто бы уже с самого начала есть те, кто в этой теме дольше, и те, кто только-только начинал. У нас народное голосование, то есть зрители, которые пришли на концерт, они посмотрели всех 18 участников, и был антракт, там стояли коробочки с именами участников, и, допустим, вот Лев Захарченко, его вот ящик стоит, и туда вот вложили купоны. Купоны раздавались при входе, каждому зрителю по одному купону, и вот за счет голосования зрителей мы выявили 3 первые места. То есть жюри не было, были Но, только... но были еще при этом жюри, а жюри уже выбирает 5 номинаций. Это, получается, Захарченко Артур и Мария Иванова выиграли первое место по интернет-голосованию. Также у нас было за 2 дня до начала концерта. Также у нас еще Лев Захарченко вот выиграл у нас... как называлась ваша номинация? Самый оригинальный номер. Да, самый оригинальный номер у него был. И еще тогда из твоей семьи кто-то участвовал, Лев? Или это однофамилец? Нет, Артур Диченко был. У него, Диченко. Да. Да, получается, также Виктория Владимирова заняла тоже разные номинации. Но жюри у нас были, получается, Дмитрий Артемьев, это заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Якутии. Также был продюсер Дархан, и он певец, также хомусист, также тоже обучает на хомусе. И, конечно же, наш генеральный спонсор, это магазин «Этносфера», директор Сардана Попова. Все серьезно было. Да, они выбирали номинации. Мария, вы стали лучшей в этом конкурсе. Расскажите, пожалуйста, о вашем выступлении и о ваших впечатлениях. Я в первый раз участвовала в подобном конкурсе, таком масштабном, когда мне вот Георгий предложил, что он организовывает данное шоу-программу, шоу-проект. Я с радостью согласилась, потому что я действительно понимала то, что это действительно выходить из зоны комфорта. Я сама обучаю детей, работаю во второй школе, уже 11 лет обучаю детей именно по игре на хомусе. То есть я не в первый раз, конечно, но я участвовала всегда традиционной игрой. Всегда играла традиционно, а тут уже говорится само слово шоу-проект, да, тут нужно что-то невероятно хорошее создать, что-то необычное и красивое. Поэтому я с большим удовольствием для себя, чтобы свой уровень повысить, я согласилась. И действительно, отнеслась я к этому очень серьезно, подготовилась, и онлайн-голосование, и в целом, если взять, и пропагандировала данный проект, да, и под музыку все нам подобрал Георгий, и нужно было именно под эту музыку сыграть, как-то его озвучить, да. И для меня это, конечно, да, мой уровень игры как бы изменилась в этом плане и повысилась. Можно так считать, ага. Вот вы сегодня пришли с хомусом. Будет ли уместно попросить вас исполнить что-то? Или можно? Конечно. Ага. Или это сложно? Нет, это не сложно. Хомус очень доступный музыкальный инструмент. То есть на хомусе вообще нет никаких ограничений. Может научиться играть абсолютно любой человек без возраста, да, там какого-то там определенного. Конечно. Лишь бы зубы были. Ну вот это свои или можно... Свои. Именно свои. Нет, нет, не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Главное, чтобы они не всем так везет, что надолго остаются свои. Какие еще, что происходит с организмом, например, может быть, с энергетикой человека, когда он прикасается к этому инструменту, к этой магии этих звуков? Это же какие-то уникальные звуки абсолютно. Да, я считаю, влияние хомуса, вибрации, вот этих звуков очень сильное и для детей, и как человек, работающий с детьми, те, которые вот именно занимаются хомусом, у них и даже вот дисциплина меняется, отношение к жизни, как-то начинают уже более глубже осознавать себя как личность,
как национальность. Это не именно дети Саха, да, у нас дети разные учатся, и они каждый. У меня, например, очень много русскоязычных и русских, и даже киргизских детей. Даже у меня девочка кореянка, да, и они очень хорошо прямо занимаются, даже, я бы сказала, лучше. Поэтому тут не разница в национальности или языке именно. Очень доступный. Это такой инструмент, который и можно не знать никакого языка, и ты будешь понимать то, о чем играют. Это объединяет всех детей, всех людей разного возраста. А вы нам сыграете сейчас, или мы перенесем эту часть на второй блок? Сейчас. Угу. Немного, наверное, да? Давайте. Спасибо большое. А что вы чувствуете, когда вы играете? Я заметила, вы закрываете глаза. Что происходит в этот момент с телом? Может быть, какие-то мысли, или это как медитация, или что это? Ну, по моим наблюдениям, я считаю, всегда влияет окружение, когда играем на хамусе. Например, если даже когда вот по классам хожу и играю на хамусе, да, в каких-то классах лучше, как-то по-другому получается. Мне кажется, все-таки среда очень сильно влияет на это. Именно твои слушатели, твое окружение. Но твой настрой не всегда, потому что настроение, наоборот, всегда поднимается, когда играешь на хамусе. Вибрация как будто становится... Есть же такое понятие, как низкая вибрация, средняя и высокая. И когда играем на хамусе, как будто вибрация, она повышается. То есть звуки такие духовные, можно сказать. Они больше, чем звук. Я так считаю. И чисто вот я вот сейчас сидела и играла, это, скорее всего, тоже идет энергия, то, что вас, вот то, что вы присутствующие, да, все это очень сильно влияет. То есть каждая игра, в зависимости от пространства, она не повторяется, она всегда уникальна. Да. Это удивительно. Спасибо большое, друзья. Мария Иванова, победительница конкурса «Хамус Вселенная». Еще раз поздравляю вас с победой. Ульяна, у вас несколько хамусов вы принесли сегодня с собой, Да. Они все разные. Очень разные. А на каком вы играли на этом конкурсе или прям Я на всех троих. Ага, это была моя мечта. Да вы что? Я Георгию сразу сказала, мне нужна такая музыка, на которой я бы сыграла на этих трех И вот вы в одном исполнении меняете их, да? Вот в этой композиции было такие моменты, на которых я вот на 3 хамусах сыграла. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов этого очень масштабного конкурса «Хамус Вселенная», режиссера
Аллу Анатольевну, и моего учителя, он второй мой учитель, первый мой учитель Аисия Намосов. Передаю ему большой привет и благодарю еще раз за то, что я в Хамус пришла в 62 года. До этого я вообще про Хамус даже и не мечтала. И поэтому вот в этом конкурсе вот Лёва сидит, второклассник, мне скоро уже будет 70, и поэтому я вот очень рада, что приняла участие в таком масштабном мероприятии. И я всегда, вот когда играю на хамусе, я обращаюсь через хамус к Вселенной. И даже вот у меня в группе была моя подружка Наталья Михайловна Гоголева, Царство ей небесное, и она нам оставила стих про хамус, и через этот стих я ей пообещала, что гимн хамусу будет. И вот эти строчки из этого стихотворения, из этой песни прозвучали в этом конкурсе, в проекте. Хамус, звучишь ты так красиво, вливаешь в нас энергию и силу и сплачиваешь вместе нас, Хамус. Вот с такими словами выступила Галина Кайкы. Кайкы, Галина Кайкы. И Хамус, он, когда вот я учу, я вообще не профессионал. Вот как вы сказали, я любитель. У меня и образования-то такого музыкального нету. Я сама по образованию медик. И 2 года в 13-й школе города Якутска преподавала хамус. И мне там сказали, что надо обучиться дошкольному образованию. И поэтому, пользуясь случаем, я закончила заочно дошкольное образование, и поэтому могу сейчас вот обучать детей игре на хамусе. Лена, вы удивительная. Вы еще, кроме того, что играете на хамусе, вы рукодельница. Сегодняшний красивый костюм, это вы сделали сами. И вообще вы все пришли сегодня красивые. Вот у Лёвы такой замечательный костюм. Лёва, а кто тебе такой костюм шил? Трофимова Федора Егоровна. Микрофон, да. Трофимова Федора Егоровна. Очень красивый. А как твое выступление на конкурсе, оно каким было? Расскажи, пожалуйста. Ну, я даже не знаю. А что это была за идея? Это была музыка? Ты выходил и под музыку играл, да? Или это как-то создавалось, как-то этот номер? Помогайте Лёве. Получается, у Лёвы было живое исполнение. Ну, был такой случай на сцене. На сцене может случиться все что угодно, да? И артист не должен, получается, падать и там, уйти со сцены или что-нибудь делать. Если даже упал да, или ушел, да, надо вернуться. Надо встать и показать, как это. А Лёва сделал то же самое. Как настоящий артист, хотя ему 8 лет. Получается, когда он играл, стойка начала чуть-чуть падать. И ведущий пришел, поддержал микрофон, и он ни чуточку не расстроился, он наоборот еще лучше начал играть, что зал вообще аплодисментами только так, очень сильно аплодировали ему. Это было прям, зрители были в шоке. Лёва, видишь, какой ты молодец, еще такой скромный, да? Я тебя поздравляю с участием в таком большом глобальном таком конкурсе, прям масштабном. Что для тебя в этом конкурсе было самым таким, может быть, ценным, уникальным, что ты запомнил, или что как-то для тебя так прозвучало, важно очень? Наверное, было достаточно тяжело выходить на сцену со взрослыми, да, которые уже очень давно играют на хамусе, жюри такое, много зрителей, да?
Мы во втором блоке продолжим говорить о конкурсе «Хамус Вселенная», дорогие друзья. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. У нас сегодня в студии очень красиво, музыкально и творчески. Будем наслаждаться звуками хамуса через короткие 4 минуты. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии участники и победители, хотя, как Георгий сказал, все победители, да, конкурса «Хамус Вселенная». В нашей студии сегодня Ульяна Захарова, Дагыяна. Сегодня в нашей студии победительница конкурса Мария Иванова, организатор конкурса Георгий Слепцов и участник конкурса, и, я думаю, обладатель приза зрительских симпатий Лев Захарченко. Лев – самый маленький участник конкурса. Понравился абсолютно всем зрителям. И мы за кадром говорили, что Георгий, возможно, отказал бы, да, в том, чтобы быть преподавателем Ливану, когда он услышал, насколько он талантлив, то он не смог устоять. Вообще, Георгий, вы, конечно, уникальный человек, потому что сегодня за нашим столом люди разных возрастов, и все они ваши ученики. Оказывается, вы сам освоили хамус с 5 лет, и поэтому, несмотря на ваш молодой возраст, у вас почти 1000 учеников. Нет, у меня около 8000 учеников. Около 8000, да. боже Также мой. учились с Китая, со всех очень разных стран прям. Даже с Испании. Ну, очень многие страны приезжали ко мне прям учиться в Якутск. Да вы Именно что? обучиться на хамусе и изучить хамус приезжали. У меня даже эта цифра не уложилась в голове. Так много, вот это да. Ну, в Китае у меня 300 человек учились на хамусе. Это народ называется Орочан, они эвены. Только эвены, которые переселились в каком-то веке в Китай. И вот они говорят и по-китайски, и по-эвенски говорят. Народ Орочан. Вот их именно 300 человек. Я приезжал и большую аудиторию обучал 3 дня. С утра до вечера. Георгий Слепцов, Чагылхан, учитель игры на хамусе. Лёва, мы очень хотим послушать, как ты играешь. Можно попросить тебя? Сыграй нам, пожалуйста. И для тех, кто не был на этом конкурсе в зрительном зале, конечно же, это будет уникальная возможность послушать игру на хамусе. Лев, какой ты молодец. Поздравляю тебя с тем, что ты умеешь так красиво играть. А ты со скольки лет занимаешься на хамусе? С 6 лет занимаюсь. А почему ты решил заниматься, вот, изучать этот инструмент? Что он значит для тебя? Ну вот, хамус А что мне вот- просто Мгм. понравился. А Он чем? необычный музыкальный инструмент. Мгм. И мне кажется, он как талисман, наверное, да, хамус? И Ну. нет такого ощущения? Как талисман, наверное, да. Как оберег, может быть, да? Не зря вот его так носят. Мгм. А какие у тебя остались впечатления от твоего выступления? Что тебе больше всего понравилось или, может быть, как-то удивило тебя? Ты первый раз в таком конкурсе участвуешь? В таком большом конкурсе, да. А что тебе запомнилось? Аплодисменты, может.
Наверное, какое-то ощущение, да, такое новое, когда такое большое количество людей тебя слушают, да? Да. Наверное, какая-то ответственность. И очень важна, конечно же, поддержка учителя, да, Георгий, ваша поддержка, то, что вот вы сейчас, вы как будто, я чувствовала, вы как будто бы прям вот энергетически слились, Да. да, прям настолько Да, вы, я очень прям всегда болею за своих учеников. это видно. И вот все 18 человек, получается, со мной готовились целый месяц. И я за каждого болел, прям как люди выходили, у меня руки начинали потеть, я сам начинал дрожать, а вообще нужно мне организационные моменты какие-то решать. Ну, на самом деле сложно быть учителем и еще и организатором проекта. Вот, ну, да, организатором быть очень сложно, но с такой поддержкой, как режиссер у нас Константинова Алла Анатольевна, ну, было намного легче, потому что, когда есть такие профессионалы, как Алла Анатольевна, работать прям, ну, комфортно, потому что мне и так волнительно, когда мои ученики выступают на такой большой сцене, и с такой поддержкой, с такой командой, и Елизавета Николаевна тоже, это второй режиссер. Конечно, такой конкурс требует большого вливания, да, человеческих каких-то вот Да, таких вот сил. очень много, больше, ну, около 30 человек было в команде, очень много человек. Но вот самое главное, это Елизавета Николаевна, Алла Анатольевна, прям очень огромная поддержка, моя команда. Вот, очень хочу поблагодарить их. Георгий, вот оказывается, почему, да, к нам приехали и из других городов России, и из других стран даже, да, вот из Монголии, потому что там тоже живут ваши ученики. А вы как обучаете? Вы выезжаете со своим мастер-классом в эти города или это онлайн происходит? Нет, они сами приезжали все в Якутск, ну и вот 2 раза в Китай уезжал, ну, в Москву ездил учить тоже на хомусе, но планирую на самом деле ездить по разным городам России, и, может быть, если куда-нибудь, ну, хотелось бы в Казахстан поехать, да, или еще обучать на хомусе. Хочу развивать хомус во всем мире. Я хочу, чтобы на хомусе играли, ну, и так играют, но я хочу еще больше развивать. Ну, особенности хочу по России больше всего обучить людей. Ну, чтобы, допустим, в Ростовской области мало хомусистов, да, вот Надежда Кузнецова есть, но мне хотелось бы, чтобы в каждом регионе были свои популярные хомусисты. Тогда цель этого конкурса сделать этот инструмент популярным. Да, популярным. Мы хотим популяризировать наш якутский хомус, и на самом деле джевс харп называется во всем мире, а в России называется варган, а в Якутии хомус. Но хомус считается самым главным, вот, так как у нас больше всего развито в Якутии. А почему вы хотите это сделать? Почему для вас это важно? Не знаю, это как будто моя жизненная цель, как будто, ну, и желание, мечта, может, ну, больше всего мечта, ну и жизненная цель. Я, конечно, много раз пытался уйти от хомуса, было такое, что я хотел заниматься, хотел стать юристом, да, хотел стать, ну и так являюсь предпринимателем, но хотел прям уйти в предпринимательство в полную ногу, но все равно я, оказывается, понял, что без хомуса я жить не могу. Просто душа. Хомус — это мое прям. Вот это я Ваша понял. душа, наверное. Да, душа. И я решил, что я буду с хомусом всю жизнь. И, возможно, тогда еще из других стран к нам приедут в Якутск, да, и будет еще более какой-то масштабный конкурс хомусистов. Да, вот у меня же ученики с Китая. Я хочу, чтобы они в следующий раз к нам приехали и участвовали в нашем проекте. Надеюсь, это сбудется. Вы очень многих людей обучаете, а кто ваш учитель? Вы с 5 лет обучаетесь хомусу. Кто вас так к этому инструменту пристрастил? Ну, у меня сначала бабушка учила, потом мама. Далее у меня Туяра Аркадьевна, это с Исмутарского уста. Далее я в музыкальной школе у Евдокии Афнасьевны в городе Якутске учился. Потом в музыкальном колледже также учился, там Вероника Лыткина учила. И еще Альбина Дегтярова из Айрхан тоже давала мне уроки. И, конечно же, у меня очень большая база, получается. И исходя из этой базы, я создал свою методику игры на хомусе. Это такой, как получается, семейный ваш инструмент. Мама, сестра, говорю. Да, у меня дома все играют, но так как я, пока я один, возможно, в будущем дочка научится, да, как я, может быть. То у вас вся жизнь впереди, вы так молоды, уже так много сделали, вообще прям... Я хочу еще много сделать. Очень круто. Спасибо. Мария, а что вам дает участие победа в таком конкурсе, не просто участие, а победа? Дальше как-то какой-то некий трамплин или... Когда я участвовала, я говорила, 1 раз в жизни участвую в подобном конкурсе. Вы не думали, что вы победите? Или все-таки были ощущения? Были ощущения, потому что я шла к этому. Я не первый раз участвую в конкурсах, имеется в виду, я участвую и в конкурсах Агоха и запевал, да, и каждый раз, к каждому конкурсу я
очень серьезно настраиваюсь. Для меня это, ну, потому что я как представляю свой улус, свою родину, своих дедушку, бабушку, да, для меня поэтому этот фольклор якутский очень важно. А какой улус? Вилюйский. И к этому конкурсу я тоже, когда вот предложили, я к этому серьезно настроилась, и чувство то, что будет как бы победа, да, такое чувство было, но не прям такое, да, чтобы я была уверена, потому что я видела, что участники все очень сильные, все старательные, все уникальные. Мне очень понравилось вот именно атмосфера, да, да, вот атмосфера, вот мы познакомились друг с другом, да, разные совсем люди. Раньше мы как бы друг друга не знали, но поняли, что вот нас всех объединяет данный инструмент, любовь именно к этому инструменту. И изначально было понятно то, что здесь нету проигравших. Мы прошли отбор, первый тур прошли все 18 человек, и каждый действительно был победителем. И Георгий тоже изначально говорил, что тут нету проигравших. Да, будет 3 места, зрители выбирают 5 номинаций, и это просто в каждом конкурсе обязательно как бы это, да, мотивация, разделение все равно какое-то должно быть. А на самом деле все номера были очень красивые. Я сама, как человек, ну, в сфере культуры, в сфере образования, да, всегда вижу разные выступления, и данный шоу-проект, тут все номера были красивые. Все. И те люди, которые за меня болели, они говорят, да, вообще мы, ну, как бы не зря пришли на концерт, потому что мы увидели, мы полюбили Хомус Марию. Мария, научи нас теперь мы хотим, да, вот такое. Потому что Хомус, оказывается, может такое вот. Потому что традиционная игра — это традиционная игра. Они слушают традиционную игру там, тут, да, на цехах, разных мероприятиях. А тут прямо все с огоньком. Видно, что каждый из вас очень серьезно готовился к конкурсу. Вот у вас тоже такой красивый костюм, украшения очень такие, ну вот все прям гармонично. Вы это все тоже сами делаете, расшивали? Нет. Или костюм мой сшит на заказ специально для этого конкурса. За 5 дней шили. Вот серьезная подготовка какая, да? Да. Поэтому, конечно, все молодцы, да, и Ульяна, вы тоже так подготовились. Расскажите, пожалуйста, для вас, что значит участие в этом конкурсе и какие ваши дальнейшие планы? Мой девиз вообще: танки грязи не боятся. Отлично. И я всех призываю через вот это вот радио. Спасибо огромное, что меня пригласил. Чалханга Гованна, режиссеру тоже. И возраст никогда не играет роли если есть желание в начинаниях, силы. если есть большое желание. Просто надо как-то себя... Я, например, в прошлом году участвовала в конкурсе песен. А в этом году Хомус, он совсем, оказывается, этот конкурс совсем от песни очень сильно отличается. И поэтому как-то у меня было на этом конкурсе сильное волнение, потому что передо мной выступили звезды, Аярхан, гость из Монголии, потом подошел, сразу, видимо, по моему лицу видно было мое волнение, ко мне подошел Георгий и сказал: давай выше нос, мы тоже звезды. И я прямо вышла с этими вот, с такими вот руками, и зал весь прямо как вот так вот поддержал. И от этой поддержки, от поддержки зала очень многое зависит. Вы правда прекрасно выглядите и двигаетесь так легко. Ну, спасибо. И поэтому это вот лежат мои 3 хомуса. Я сначала когда только начинала учиться, думала, у хомуса только одно звучание. А вот эти вот 2 хомуса — это мастер Роман Иванов. Он только начинает идти. И вот эти вот, можно я сыграю? Да, я хотела вас попросить, сыграйте, вот, пожалуйста. Вот этот вот хомус Свет Орды.
Видите, какое у него длинное такое звучание Мгм. у этого хамуса. А вот это тоже хамус Романа Иванова средней звучания. Мне очень нравятся хамусы Романа, я ему еще заказала. Он сказал после 10-го бессердевите. Через радио я ему еще раз напоминаю. А этот вот хамус я у Георгия Спасибо большое. Мне вот первый очень понравился. Мне Ага. кажется, он прям такой Это мощный. он медитационный хамус. Вот прям. И вот игра на хамусе, особенно вот для нас, ну, скажем, пожилых людей, он очень лечебный. И когда вот играешь на хамусе, особенно вот в годы пандемии, он очень помог лично мне преодолеть вот это вот барьер этого черной полосы этой болезни. Ох, как Он здорово. для легких очень хорошо Вот, влияет, вот да. хамус. Даже дыхание. Да, правда. да, это дыхание, и он вообще хамус, он очень лечит. Он такой какой-то это Волшебный инструмент. волшебный очень инструмент, и я его, и он такой маленький же, его положил в сумочку, и можешь да везде по всему миру, где ты как маленько вот так вот хамусом как заиграешь, и все на тебя. Георгий, может быть, в конце нашего эфира вы нам что-то сыграете? Вы планировали сегодня? Давайте, Ага, ну, сыграю я конечно. на хамусе Да. своей мастерской, называется «Про хамус». Мгм. Давайте. Профессиональный хамус. Давайте. Огромное спасибо гостям и слушателям за внимание. Всем хорошего вечера.